эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Новые крылья для Севера. Ил-114-300 доказал свою мощь в Якутии. Самолет, адаптированный для суровых широт, успешно сел на заснеженную грунтовую полосу. Какие проекты изменят Якутию в ближайшем будущем? В столице региона чествовали победителей грантовых конкурсов, тех, кто не просто придумал идею, а готов ее реализовать. Лед может быть обманчив. В Якутске прошел профилактический рейд по безопасности на замерзших водоемах. Якутия – лидер по рождаемости на Дальнем Востоке. В республике поддерживают многодетные семьи, действуют льготы и выплаты. Не только высокие демографические показатели, но и в долголетии. Как прожить век с пользой для страны и семьи? Ответ в истории Раисы Миколаевны, которая сегодня отмечает столетие. Новые крылья для Дальнего Востока и Арктики. В Якутске официально представили обновленный пассажирский лайнер Ил-114-300. И свое знакомство с суровым регионом он провел эффектно. Посадкой прямо на заснеженную грунтовую полосу аэропорта Маган. Подробности далее. За плечами этого борта уже 336 тестовых полетов. Цифра говорит сама за себя. Глубокая модернизация классического Ил-114-300 завершена. И самолет полностью готов к северным маршрутам. Вместимость до 68 пассажиров. Коммерческая нагрузка почти 7 тонн. Шум в салоне, по словам первых пассажиров, не сравнить со старым Ан-24. Полет прошел отлично. Самолет ведет себя очень хорошо. Спокойно, шума гораздо меньше, но с Ан-24 не сравнить. Ну, сейчас главная задача запустить его в серию. Надо выстроить правильную схему его финансирования с участием федерального бюджета, с участием авиакомпаний, лизинговых компаний, для того, чтобы как можно больше вот эти самолеты начали уже производиться и заменять вот Ан-24, Ан-26. Однако, чтобы лайнер стал на крыло в промышленных масштабах, предстоит решить еще две задачи – техническую и экономическую. Сертификационная программа в основном завершена еще в прошлом году. Сейчас конструкторы из Ильюшина заняты расширением карты данных и снятием эксплуатационных ограничений. Региональные перевозки для страны, для нашей и в том числе для Дальнего Востока, да и не только – это на самом деле жизненно необходимо. Этот самолет давно ждали, и сейчас уже можно с уверенностью сказать, что он получился. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать себестоимость производства и эксплуатации Ил-114-300. Задача – сделать так, чтобы надежный северный самолет был еще и экономически доступным для авиакомпаний. Первые серийные поставки на Дальний Восток запланированы на 2028 год. К тому моменту все текущие ограничения будут сняты, и лайнер окончательно пропишется на маршрутах, где главным качеством всегда была выносливость. Дарья Краленкова, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске чествовали тех, кто не просто предлагает идеи, а уже воплощает их в жизнь. Глава Якутии встретился с победителями конкурсов Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и грантов главы республики. Кто получил поддержку в 2025 году и какие проекты скоро стартуют, расскажем далее. Не просто проекты, а реализованная реальность. В этом году поддержку получили 67 проектов. Среди активных территорий – Горный, Нюрбинский и Чурапчинский районы. В последнем сразу 5 победителей. Один из них – проект «Живые голоса ветеранов». Это документальный фильм, который сняли ученики Хадарской школы. Главной фишкой этого проекта является снятие наших ветеранов, которые в тогдашнее время работали в тылу, помогали, чтобы победа была нашей, чем могли. Якутск – лидер по числу победителей – 32 проекта. Сразу 2 гранта выиграл Музей музыки и фольклора народов Якутии. Проект «Кочующий музей детям Якутии» отправится в районы республики. Музыкально-культурная программа охватит 14 тысяч детей и молодежи в 14 районах. Второй проект – это в стенах нашего Музея музыки и фольклора народов Якутии имени Аисы Петровны Решетниковой откроется школа Кырымпы Кылдархона, где мы приобретем у наших местных
известных мастеров уникальных, 30 струнных музыкальных инструментов «Карыпа», и где будут обучаться 30 детей и молодежи. Конкурс вновь показал интерес со стороны общественников высокий. Отдельное направление – патриотическое воспитание. Среди победителей организация «Будущее Якутии» с проектом «Мой путь». В рамках реализации этой программы у нас есть идеи, задумки, да, очень много мероприятий, которые мы бы хотели реализовать. И одно из них будет это научно-практическая конференция, где мы соберем опыт наших педагогов, воспитателей детских садов, которые занимаются патриотическим воспитанием. Пройдет научно-практическая конференция. Всего на конкурс поступило почти 400 заявок. На 67 грантов выделят более 93 миллионов рублей. С каждым годом количество заявок от нашей республики на участие в грантах президентского фонда культурных инициатив растет. Мы здесь уже безусловные лидеры Дальнего Востока. С 2020 года грантовая поддержка в Якутии позволила реализовать сотни инициатив, от школьных фильмов до социальных программ. И за каждой из них люди, которые хотят сделать жизнь вокруг лучше. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Якутия славится своей суровой зимой. В рамках 4-го этапа межведомственной акции «Безопасный лед» инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд в ледовых городках Якутска. Особое внимание уделили местам массового отдыха горожан на реке Лени, в районе Н-202 и на озере Сайсары. Сотрудники МЧС призывают граждан неукоснительно соблюдать меры предосторожности во время отдыха. Рыбакам напоминают, что нельзя пробивать много лунок рядом и собираться в большие группы на ограниченном участке. При себе необходимо всегда иметь веревку и спасательный жилет, а также заряженный телефон для вызова экстренных служб. В настоящее время мы проводим мероприятия выездные по водным объектам, реки, водоемы, переправы. В связи с тем у нас проходит 4-й этап безопасности на водных объектах. Проводятся совместные рейды с разными ведомствами, проводим профилактические беседы с населением на тему безопасности на водных объектах. В зимний период раздаем тематические листовки по безопасности населению. 18 февраля профессиональный праздник отмечает Транспортная полиция России. В честь этой даты в Якутске состоялось торжественное собрание, на котором отметили отличившихся сотрудников. В условиях Крайнего Севера особая нагрузка ложится на специалистов Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Они обеспечивают безопасность стратегически важных маршрутов в Якутии и Чукотском автономном округе. В зоне их ответственности почти 1000 километров железных дорог, 21 морской и речной порт и 14 аэровокзалов. Отметим, что по итогам работы за прошлый год Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте заняло первое место среди подразделений Дальнего Востока. Транспортная милиция начала существовать с 70-го года. Вот у меня знак «Основатель органов на транспорте». От себя лично и от своих друзей и ветеранов сердечно поздравляю нынешних сотрудников полиции. В условиях сегодняшних реалий мы работаем в плане безопасности граждан на объектах наших транспортных магистралей. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех ветеранов, сотрудников и членов их семей с нашим профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов в работе, теплого домашнего очага и всего-всего самого наилучшего. Ну а единая диспетчерская служба Ленского района снова признана лучшей в республике среди таких же подразделений. Сотрудники считают, что быть лучшим – это не только почетно, но и ответственно. О специфике работы учреждения рассказал нашим коллегам директор единой диспетчерской службы Иван Беляев. Пожар, авария, отключение электричества и теплоснабжения, возникновение ЧС или его угроза. По этим вопросам ленчане звонят первым делом в единую диспетчерскую службу. И ДДС была создана 12 мая 2013 года для оперативного сбора информации и организации экстренного реагирования всех ответственных служб. У нас работа круглосуточная. На смене у нас всегда диспетчера и оператор 112. Наши операторы производят анализ происшествий и отрабатывают с диспетчерскими службами организации и, соответственно, предоставляет информацию, координирует деятельность всех служб Ленского района и предоставляет информацию для главы в районе в ежедневном донесении.
Одновременно ЕДДС работает по программе «Безопасный город». На данный момент в районе установлено 68 камер. В этом году их число планируется увеличить. Так, видеонаблюдение заработает на новых объектах благоустройства, детских спортивных площадках и парке. Данная система позволяет оперативно реагировать на правонарушения, а иногда и раскрывать преступления правоохранительным органам. В целом по городу у нас установлено порядка 50 камер. В основном это перекрестки, дорожные сети. Несколько камер городских у нас есть, которые установлены во дворах. Да, приезжают сюда у нас сотрудники ГАИ по каким-то дорожно-транспортным происшествиям, сотрудники уголовного розыска, работаем плотно с ними. Сотрудники ЕДДС не только операторы, но и одновременно психологи. За смену на пульты единой диспетчерской службы поступает около сотни звонков различного характера. Здравствуйте, это ЕДДС Ленского района вас беспокоит. Подскажите, пожалуйста, информацию по Советской. Но вы еще не нашли утечку. Оперативно нужно собрать и проверить всю информацию, далее передать ее в соответствующие службы. Бывают различные вопросы, по которым люди звонят. В основном очень большой шквал звонков у нас поступает, когда происходят какие-то аварийные отключения по электричеству, по тепло-водоснабжению. Работа, оперативных дежурных у нас достаточно сложная, напряженная, нервная. Нужно быть подготовленным. Бывают, что агрессивные звонки. Наши операторы должны принимать звонки вежливо, не отвечать на агрессию агрессией, так скажем. Поэтому стрессоустойчивость тут на первом месте у нас. С января этого года Ленский район первый запустил пилотный проект-программу «Единая автоматизированная система». Сотрудники ЕДДС на данной платформе уже успешно работают. Помимо того, готовятся к предстоящей комплексной проверке систем оповещения и приезду правительственной комиссии. Внимание! Проводится проверка комплексной системы экстренного оповещения населения. Это будет проверка муниципального района к подготовке к паводку. Также будут проверять и ЕДДС, поэтому готовимся документально. Будет смотр сил и средств в целом районе. Также дополнительно, скорее всего, будет проверка системы оповещения. И в целом по результатам этой выездной комиссионной проверки будет дана оценка готовности Ленского района к прохождению паводков. За 12 лет единая диспетчерская служба подтвердила свою важность и значимость. Здесь реагируют на каждое обращение граждан. И неважно, чего оно касается. Тем более, что речь иногда идет о сохранении жизни и здоровья человека. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске состоялся городской конкурс «Лучшая бригада скорой помощи». Конкурс проводится уже 3-й год и служит площадкой для обмена опытом и дружеского соперничества между командами медиков. Работа сотрудников скорой помощи требует отточенных навыков и умения действовать уверенно и быстро. На службе они не только ездят на вызовы, но и постоянно практикуются. Конкурс «Лучшая бригада» позволяет участникам показать и развить свой профессионализм. На первом этапе 4 практических задания. Члены жюри оценивали умение находить контакт с пациентом, оказывать медицинскую помощь, при этом соблюдая все техники безопасности и скорость работы. Конкурс связан с нашей профессиональной деятельностью, будет оцениваться методы экстренной помощи, ориентирование наших сотрудников на месте. Все сотрудники наши – это члены выездных бригад в составе водитель, первый медик и его помощник. В работе с пациентами каждый случай уникален. Фельдшер должен уметь правильно реагировать в экстренной ситуации и находить контакт с любым больным. Каждый год мы добавляем изюминку. В этом году мы решили добавить изюминку, что наша легенда приехала иностранка и разговаривает на английском языке. То есть наша бригада, цель задачи найти контакт и вывести полностью диагноз. Второй этап творческий. Медики показали свои способности и таланты. Постановка танца и демонстрация любимого хобби. Так конкурс позволил участникам продемонстрировать себя не только в профессиональном плане, но и раскрыть свои личные качества. Каждая команда проявила высокий уровень мастерства и искреннюю преданность своему делу. Бригада – это коллеги с моей смены. Мы просто за день сели, все обговорили, повторили. Стандартно, все обычно, если это все уже налажено, то все это делается легко.
По итогам победившая команда получила возможность участвовать на республиканском конкурсе бригад скорой помощи, который пройдет уже 19 марта и соберет участников со всей Якутии. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. Якутия сохраняет лидерство по рождаемости на Дальнем Востоке и входит в топ-15 регионов России. Несмотря на общее снижение рождаемости в стране, в республике почти половина детей появляется на свет в многодетных семьях. Их насчитывается 34,5 тысячи, это каждая пятая семья. За 5 лет их число выросло на 15%. Этому способствует комплекс мер поддержки. Республиканский материнский капитал «Семья», целевой капитал «Дети столетия», бесплатное питание в школах, льготы на ЖКХ, льготный доступ к учреждениям культуры и единовременные выплаты выпускникам. Столетний юбилей сегодня отмечает ветеран тыла Великой Отечественной войны и кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Раиса Миколаюнас. В 40-е годы женщина совмещала учебу в техникуме с работой на якутском рыбзаводе. Впечатляет общий трудовой стаж долгожительницы – 46 лет. Помимо многочисленной семьи, у именинницы 3 детей, 7 внуков и 15 правнуков. С круглой датой ветерана телеграммы поздравил президент Владимир Путин. От имени главы республики Раисе Михайловне вручили знак ЮСАС и выплату в размере 1 миллиона рублей. Когда я училась в Астрахани уже, был профессор, он говорил: учитесь все, знания на плечи не давят. И вот я своим внукам, правнукам это говорю. Вначале надо получить знания, потому что в наше время без знаний мы никуда. Вы знаете, потом надо понять, что такое семья и дети. Вот вы имеете семью, так будьте и семьянином. А еще в жизни надо всегда думать, чтобы дети были достойны вас, и вы могли гордиться, что у вас есть дети. Военное образование в Якутии отмечает столетие. Отчет истории ведется с 1926 года, когда в республике были созданы первые структуры по подготовке и обучению младших командиров и красноармейцев запаса. На сегодня ведется усиленная работа по сохранению истории военного образования республики. Архивисты и исследователи из года в год находят имена и документы первых выпускников Национального военного центра и тех, кто стоял на защите Родины в разные исторические периоды. У нас документы Якутской национальной военной школы, они рассредоточены по нескольким фондам и представляют собой вот целый пласт богатейшей нашей истории, касаемого военного обучения. И вот говорят, что 900 человек, да, выпускников было. Конечно, среди них было очень много выдающихся личностей, принимавших участие во многих военных кампаниях, да, тогдашней нашего Советского Союза. В Мирнинском районе началось февральское совещание педагогов. Оно нацелено на создание единой дискуссионной площадки для конструктивного диалога между представителями системы образования, родительским и ученическим сообществами для обсуждения ключевых вызовов. Февральское совещание работников образования стало не просто очередным собранием, а настоящим эпицентром, где определяются векторы движения и ставятся амбициозные цели на оставшуюся часть учебного года. Педагогическая общественность Мирнинского района демонстрирует стойкость и преданность своему делу, стремясь обеспечить высокое качество образования для подрастающего поколения. На уровне муниципалитета также мы создали проектный офис по развитию системы образования в Мирнинском районе. Для себя определили направление работы, разработаны проекты, разработаны комплексные планы мероприятий по достижению целевых показателей, которые перед нами ставит сегодня республика. И сегодня вот мы сделали акцент на результатах за 2025 год, подвели итоги и обсудили наше участие в новом федеральном проекте «Производительность труда». Особое место в повестке совещания заняла тема сохранения единства народов и культурного наследия. В свете двух знаменательных событий – Года единства народов в Российской Федерации и Года культуры в Республике – эта тема приобретает поистине фундаментальное значение. Педагоги осознают свою роль в формировании у детей чувства гордости за свою страну и республику. Мы, в принципе, много сделали, но хотим те направления, которые у нас уже фундамент создан, усилить. Это, в первую очередь, работа с родителями, это усиление кадрового состава, это персонализация обучения,
по образовательным программам. И обязательно все-таки развитие работа по патриотическому воспитанию наших детишек, чтобы они понимали историю нашей Родины. И мы это планируем делать в творчестве, в играх, в искусстве. Впереди участников ждут насыщенные рабочие дни, наполненные разработкой инновационных проектов и поиском новых педагогических подходов. Главная задача – интегрировать общенациональные и региональные культурно-исторические традиции в образовательный процесс, тем самым укрепляя связь поколений и воспитывая граждан, чтящих свою историю и культуру. Анна Васильева, Мирный. Четкий голос, яркий ум и командная работа. В Арктической школе прошел завершающий этап республиканского конкурса «Коммуникабельность». Мероприятие проходит уже на протяжении 8 лет, собирая множество талантливых школьников. Подробности в следующем сюжете. Арктическая школа стала полем испытания духа, голоса и твердости убеждений. Всего республиканский конкурс «Коммуникабельность» собрал в этом году команды из 22 школ республики. Соревнования проходили по 2 возрастным категориям, а сам этап разделен на 2 дисциплины – ораторское искусство и дебаты по всемирному школьному формату. В таком большом мероприятии я участвую впервые, и для меня это был огромным опытом. Мне очень все понравилось, дети были очень дружелюбными, игры проходили очень интересно. Я научилась выступать более раскрепощенно, увереннее. В области дебатов совершенно недавно начал участвовать. Было очень стрессово, признаю, зато было увлекательно, необычно. Конкурс проводится уже на протяжении 8 лет и привлекает из года в год все больше интересных и талантливых детей. Я участвую уже 2-й год, и это является таким моим хобби, потому что дебаты развили во мне такие интересные стороны, которые я сама не знала. Я стала намного общительнее, намного коммуникабельнее и так далее. В Намской СОШ номер 2 у нас есть кружок дебаты, на который ходят дети с 6 по 11 классы, и я помогаю развивать этот кружок, и мы собираемся взращивать такое поколение дебатеров, которые будут приходить сюда и играть как раз-таки. Конкурс призван обучить детей не просто выступать на дебатах, но и развивать в них способность работать в команде. А в целом, человек, занимаясь дебатами, он начинает структурированно мыслить, и в последующем это помогает ему не только при общении с другими людьми, но при вычислении, при планировании своей работы, он уже сразу, мышление его привыкло, то, что нужно структурировать. Первая задача, вторая, третья, и вот к такому результату приду. Коммуникабельность есть и остается одним из основных навыков в современном мире. Это своими достижениями в конкурсе доказали победители и призеры республиканского этапа, которым данный навык пригодится на протяжении всей жизни. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. 5-летнюю работу и перспективы развития ассоциации «Сахады Спорт» обсудили на отчетно-выборной конференции. Ассоциация систематически занимается популяризацией и поддержкой национальных видов спорта. Реализуется региональный закон, разрабатывается 2-я концепция развития традиционных спортивных дисциплин, организуются международные и всероссийские соревнования. Среди ключевых событий прошлого года – игры «Манчары» с участием 1500 спортсменов со всей республики, а также всероссийские соревнования по масс-рестлингу и борьбе кареш в Якутске в рамках 25-го федерального Сабантуя. Кроме того, проводятся масштабные состязания по Хапсагаю, Северному Многоборью. При этом особое внимание уделяется вовлечению в национальные виды спорта молодежи и детей. Якутский масс-рестлинг стал общемировым видом спорта. Мы уже в этом году в Татарстане будем проводить 8-й по счету чемпионат мира по масс-рестлингу. По Хапсагаю уже проведен чемпионат мира. Кангалас Хапсагая стал международным турниром Гран-при. Более того, Международная федерация, работая активно, добилась того, что на играх кочевников, всемирных играх кочевников, будут представлены 2 якутских вида спорта. Это масс-рестлинг и борьба Хапсагай. В парке культуры и отдыха Якутска с 19 февраля заработает пункт проката лыж. Езда по лыжным трассам на территории парка будет доступна с 10 до 17 часов. Уже проложены 2 маршрута на 3 и 5 километров. Обе лыжни для классического хода. Отмечу, что за последние 5 лет число жителей Якутии, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросло в 1,5 раза и достигло 62,5% населения.
К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.